Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Кандидатура Джамала Гогия не одобрена парламентом на должность судьи Верховного суда. Такое решение депутаты приняли на очередном заседании сессии Народного собрания, которое состоялось сегодня. Заявленная повестка дня включала в себя 8 вопросов, один из которых был отложен на следующую сессию. Амелия Бисмарк расскажет подробнее. Парламентарии решили исключить из повестки дня постановление о завершении работы депутатской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы МВД. Таким образом, для обсуждения были утверждены 7 вопросов. Однако после этого депутаты снова вернулись к повестке. Некоторые из участников заседания выразили мнение, что вопросы, относящиеся к назначениям судей Верховного суда, необходимо перенести на следующую сессию по причине того, что на нынешнее заседание не пришел представитель президента в парламенте, который, согласно регламенту, и должен представлять кандидатов. По этим вопросам встают очень много вопросов. Квалификационной коллегии судей вопросов не было по этим 2 кандидатурам, за исключением некоторых вопросов. На комитете не было, а мы здесь знаем, что, как говорится, идут кулуарные всякие разговоры. Пусть вот представитель президента придет, мы ему будем задавать вопросы, пускай отвечает. И я предлагаю, говорится, эти вопросы вас снять, пока не придет представитель президента, говорится, который эти кандидатуры представил и будет отвечать. Депутат Валерий Агарба напомнил коллегам о сроках, закрепленных в Конституции страны, в течение которых должна быть завершена процедура рассмотрения кандидатур на должность судей. С точки зрения процедуры, она прямо прописана в Конституционном законе о судебной власти. Президент представляет, для этого установлены сроки, 15-дневный срок, так и как и для квалификационной коллегии судей, так и для парламента. И парламент рассматривает вопрос в 30-дневный срок. То есть и для парламента тоже установлен срок. После затянувшейся полемики парламентарии все-таки перешли к представлению кандидатов. Валерий Агарба озвучил постановление о рассмотрении кандидатуры Джамала Гогия на должность судьи Верховного суда. Согласно биографической справке, выпускник историко-юридического факультета АГУ, Джамал Гогия сразу после вуза приступил к работе по специальности. В разные годы занимал различные ответственные должности в Генеральной прокуратуре, а затем был старшим помощником судьи Верховного суда. Имеет профессиональные награды. Данная кандидатура Гогия Джамала Георгиевича была рассмотрена на заседании Комитета по государственной правовой политике. За эту кандидатуру проголосовало единогласно, и было принято решение рекомендовать Народному собранию вынести на заседание сессии для рассмотрения вопроса на избрание на должность судьи Верховного суда. Кандидатуру Джамала Гогия в ходе заседания поддержала председатель Верховного суда Манана Делба. В должности начальника аппарата зарекомендовал себя с положительной стороны. Трудоголик. Любое задание исполнено всегда быстро, в срок, качественно. Никаких нареканий никогда по поводу его работы в суде не было. Затем слово было предоставлено генеральному прокурору республики. Адгур Агарба начал с того, что задал Джамалу Гогия несколько уточняющих вопросов относительно нашумевшего дела по компании «Абхаз-Топ». Скажите, пожалуйста, вот на этой должности, в которой вы сегодня состоите, ваши функциональные обязанности, ваши полномочия входят ознакомление с судебно-контрольными материалами, с их содержанием, которые направляются в прокуратуру республики, в Верховный суд. Вы можете вот в качестве начальника аппарата ознакомливаться с нашими материалами, которые мы отправляем в суд, которые впоследствии принимаются судьями для принятия решения по существу. Как вы можете объяснить тот факт, что вот прокуратура, я просто сейчас сделаю небольшое отступление, было возбуждено уголовное дело Следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении генерального директора государственной компании «Абхаз-Топ» Авизба Бислана. Он был задержан судом первой инстанции, он был арестован. Потом по жалобе адвоката рассматривался вопрос кассационной коллегии Верховного суда. В день рассмотрения жалобы вы приезжали в Генеральную прокуратуру и имели личную беседу с заместителем генерального прокурора Тыргба. В ходе личной беседы, на тот момент еще не был рассмотрен вопрос в Верховном суде, вы проявили полную осведомленность по нашим материалам, которые были направлены прокуратурой в Верховный суд, а также конкретно указывали на те нарушения и ошибки, которые были допущены следователем в протоколе задержания. И через 3 часа после того, как вы покинули здание прокуратуры, Авизба Бислан
был освобожден из-под стражи. Скажите мне, пожалуйста, это вот у меня такой вопрос возникает, и возникают у нас сомнения. И я думаю, что они вполне обоснованы. Если вы сегодня находитесь на должности начальника аппарата и не вправе ознакомливаться с судебно-контрольными материалами, как вы нам уже это озвучили, как так получилось? Не совпадение ли это обычное, или все же за этим что-то кроется? Джамал Гогия выступил в свою защиту и привел доводы относительно описываемой генеральным прокурором ситуации. Я пришел в Генеральную прокуратуру, имел разговор в той части, не специально по этому вопросу. Этот вопрос поднялся в ходе нашего разговора. Да, по личному вопросу я приходил. В ходе разговора он озвучил эту проблему. Эта проблема на самом деле, что касается отсутствия в протоколе задержания Авицба, основания его задержания, это было основным аргументом у автора жалобы, у адвоката. Соответственно, в жалобе это было указано. И мой визит, я приношу извинения, и до того, как я пришел к заместителю генерального прокурора, я непосредственно разговаривал с гособвинителем, что в жалобе адвоката, для того, чтобы дело спасти, в жалобе адвоката есть вот этот аргумент, гособвинитель имел со мной разговор, чтобы они подготовились по этому вопросу. Цель не была, чтобы прокурор, как выходец из прокуратуры, чтобы мой коллега, человек, с которым я проработал 20 лет, чтобы она выглядела достойно в суде. Вы можете у своего подчиненного спросить, когда вы будете уточнить этот вопрос. Имело место, что я заранее ее готовил к процессу. Генеральный прокурор высказал недоверие к данному кандидату еще по ряду причин. После долгой дискуссии депутаты перешли к рассмотрению следующего кандидата на должность судьи Верховного суда. Речь шла о возможности продления срока работы судьи Оксаны Пилия. Постановлением Народного собрания парламента Республики Абхазия от 30 июля 2015 года Пилия Оксана Витальевна избрана на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Решение квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 29 января 2016 года Пилия Оксана Витальевна присвоен в 3-й квалификационный класс. Пилия участвует в работе органов судейского самоуправления Республики Абхазия, является членом финансовой комиссии при Совете судей Республики Абхазия. С 17 июля 2017 года Пилия Оксана Витальевна избрана секретарем Пленума Верховного суда Республики Абхазия. За период с 30 июля 2015 года по 30 марта 2020 года судьей Пилия рассмотрено 180 дел во всех инстанциях. Согласно регламенту, голосование состоялось тайным способом. Председатель счетной комиссии Инал Тарба объявил его результаты. По итогам тайного голосования Пилия Оксана Витальевна избрана на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Протокол номер 3. Заседание счетной комиссии о результатах тайного голосования об избрании Гогия Джамала Георгиевича на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Присутствовало депутатов 30, всего бюллетеней 31, выдано бюллетеней 30, проголосовало 30. Недействительных бюллетеней нет. За Гогия Джамала Георгиевича 11, против 19. По итогам тайного голосования Гогия Джамал Георгиевич не избран на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Остальные 5 вопросов повестки касались распределения земель, и все без исключения были одобрены парламентариями. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 58 человек. У 2 из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных студент российского вуза, который вчера вернулся на родину. Второй – гражданин Абхазии, который также недавно вернулся на родину и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19. У пациентов, ранее стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию. Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 12 заболевших коронавирусом.
С 15 мая разрешена работа объектов общественного питания, только с соблюдением особых мер защиты. Кроме того, возобновится движение междугороднего транспорта. В кабинете министров под председательством Александра Анкваб состоялось очередное заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса, где и были приняты соответствующие решения. Какие еще послабления ждут республику в плане ограничительных мер? В репортаже Саида Джарсалия. В начале заседания об эпидемиологической обстановке в республике на сегодняшний день проинформировал министр здравоохранения Тамаз Цахнаке. Мы констатировали, что эпидемиологическая обстановка в республике ухудшилась, так как в достаточно короткие сроки были диагностированы 10 инфицированных пациентов. Кроме того, были приобретены в рамках наших договоров медикаменты, прежде всего это противовирусные и антибактериальные препараты. При содействии нашей диаспоры, а также организации «Мы вместе» и обеспечены также по линии международных организаций, это прежде всего средства индивидуальной защиты, ДЭС-средства и так далее. Все это из расчета на 700 пациентов, потенциальных пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением, которые теоретически могут поступить в наши учреждения. На базе Гудаутской ЦРБ открыто отделение реанимации на 35 коек, отработана система маршрутизации пациентов, а также проведены тренинги для специалистов из других областей медицины, в частности, повышение знаний диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Тамаз Цахнаке рассказал и об условиях проживания граждан, которые находятся на самоизоляции в гостинице «Айтар». На сегодняшний день их 256 человек. Трехразовое питание ежедневно по соответствующему меню. Мы это контролировали, и лично я. Всем разносят пищу. Волонтеры, которые работают там, это были и медицинские работники, в данное время это служащие Министерства обороны. По каждой конкретной комнате разносится пища трижды в день. Другое дело, что на самом деле в плане дисциплины были проблемы. Были проблемы именно в Айтаре, когда наши курсанты там некоторых этажей достаточно тесно общались. Соответственно, конечно, это определенный риск, они входят в группу риска на сегодняшний день. Были приняты дополнительные меры со стороны Министерства обороны для того, чтобы обеспечить более должный и более жесткий порядок, для того, чтобы их разобщить, чтобы они не выходили из комнат и не общались в непосредственном контакте. Мы стараемся сохранить людей, а в ответ факты просто элементарной недисциплинированности. И в связи с этим замечание Министерства обороны. Пожалуйста, примите это. Поговорите с родителями, поговорите с курсантами. Мы их посылали в вузы, мы за них отвечаем, но и на них лежит ответственность. Курсантам высших военных, таких серьезных учебных заведений, куда конкурс был большой, если мне не изменяет память, верно? Во все года. Надо дорожить своим статусом. Надо дорожить. Сегодняшнее их пребывание в Айтаре – это продолжение учебы, продолжение соблюдения дисциплины. В социальных сетях и в различных интернет-ресурсах часто появляется информация, что в республике, несмотря на закрытие государственной границы, все же есть туристы. По этому поводу сотрудниками Министерства внутренних дел была проведена работа, о результатах которой было доложено членам Координационного штаба. 01.04 по 13.05 заехало 1382 человека. С 27.04 по 13.05 заехало 488 человек. Мы все машины останавливали, все данные выписывали. Это являются семьи пограничников Российской Федерации, которые здесь находятся. Все данные есть.
Главный санитарный врач республики Людмила Скорик привела статистику граждан, въехавших за последний период в страну и находящихся на режиме самоизоляции. Таких по республике 807 человек. Члены координационного штаба сошлись во мнении, что, учитывая данный факт и наличие в стране больных коронавирусной инфекцией, полностью снимать ограничительные меры нельзя. Здесь в первую очередь речь идет о возобновлении учебного процесса и проведении культурно-массовых мероприятий. Ехя имя пагет районка царокшай хабачай харей хайчавера и харгулета цара ехя избахо авусква харукнуквана санта школ ялго зкившивини жуюк ико ачар пешера порытира шимебгахо егерт актуи наркна аве бапекаса хунза хочпа цара ишалго псуху брака и хадахкалет заге хайкуша хатна апцара ауштымта чавейза пекласак на ито ацайчарда егерт заге цара шуксхыркуша захайта языпхедзана его хаштырца захан вейза пеклас ито яха хадахкало апцара и накурфяна убря карантина нанчалак. Таким образом, некоторые ограничительные меры все же будут ослаблены. Речь идет о возобновлении деятельности объектов общественного питания, фитнес-центров, движения междугороднего автотранспорта. Что касается работы дошкольных и общеобразовательных учреждений, здесь пока что все остается без изменений. С целью минимизации экономических последствий для Республики Абхазия в связи с пандемией COVID-19 на сегодняшнем заседании решено с 15 мая разрешить работу объектов общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри этого объекта. Кроме того, будет разрешено движение межгородского автотранспорта. Также будут разрешены работы фитнес-центров. Что касается всех других мероприятий в рамках прежнего распоряжения президента, в том числе работы школьных, дошкольных и высших учебных заведений, остается в прежнем режиме запрета. Все эти запретительные меры будут осуществляться вплоть до 1 июня текущего года. Будут ли сняты и эти ограничения, будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич подписал соглашение с чрезвычайным и полномочным послом Абхазии Игорем Ахба и чрезвычайным и полномочным послом Южной Осетии Знауром Гасиевым, сообщается на сайте Минэкономразвития Российской Федерации. Стороны договорились об осуществлении бюджетных и инвестиций, поддержке инвестиционной деятельности республик. Новые двусторонние соглашения с республиками – это еще один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей, прокомментировал Михаил Бабич. Премьер-министр Александр Анква обсудил с министром по налогам и сборам Дауром Курмази вопросы налоговых поступлений и мероприятий по взысканию налоговых задолженностей. Как доложил Даур Курмази, за первую неделю мая в бюджет поступило 59 миллионов рублей по всем видам налоговых платежей. При этом банкам Абхазии проведены операции по оплате налогов еще на 55 миллионов рублей. Курмази отметил, что, учитывая плановый показатель мая, который составляет 190 миллионов рублей, есть все основания говорить, что сумма отклонения в мае будет меньше, чем в апреле. Он напомнил, что сумма отклонения фактического объема налоговых поступлений от плановых показателей в апреле составила 105 миллионов рублей. Кроме того, на совещании были затронуты вопросы взыскания задолженностей налогоплательщиков уполномоченными органами. На данный момент общий объем переданных материалов судебным исполнителям включает порядка 200 налогоплательщиков с суммой задолженностей
132 миллиона рублей. Коллективу Министерства туризма представили нового руководителя. Накануне президент Абхазии подписал указ о назначении министром Тимураза Хишба. Репортаж Сарии Кварацхелия. Представить коллективу Минтуризма нового руководителя был уполномочен первый вице-премьер Беслан Джопуа. Президентом подписан указ о назначении министром туризма Хишба Тимураза Владимировича. Исходя из этого, я уполномочен представить коллективу вашему Тимураза Владимировича. Позвольте так пожелать ему удачи в работе. В свою очередь Тимураз Хишба выразил благодарность руководству страны за оказанное ему доверие. У вас прекрасный коллектив. Те положительные тенденции, начинания, которые были вами начаты во главе с Автанилом Зефиковичем, будут продолжены. Абхазия туристическая страна. Мы будем работать. Вместе будем искать новые пути развития абхазского туризма, учитывая сегодняшние реалии, которые есть. Спасибо. Тимураз Хишба в должности министра туризма сменил Автандила Гарския, который обратился к коллективу со словами благодарности за долгую совместную работу и пожелал бывшим коллегам дальнейших успехов. Где бы мы не были, Апснома, Нырчума. На самом деле сегодня времена очень сложные, но я думаю, несмотря ни на что, государство и отрасль должна функционировать, а эта отрасль является самой доходной. От имени коллектива слова благодарности в адрес экс-министра высказал заместитель директора национальной туристской компании «Турист» Руслан Кокускир. Тимураз Хишба – самый молодой министр в правительстве Абхазии. С 2010 по 2011 годы он занимал должность инструктора комитета по делам молодежи и спорта администрации Гагрского района, а затем был назначен директором унитарного предприятия «Гагросвет». Был заведующим отделом по курорту и туризму администрации Гагрского района, а с 2013 по 2014 годы возглавлял данный отдел. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня руководитель администрации президента Алхас Квициния представил коллективу Джансуха Нанба, назначенного накануне указом главы государства заместителем руководителя администрации. Джансух Эдуардович – специалист в области экономики и финансов с большим опытом работы. Рассчитываем на совместное плодотворное сотрудничество, сказал Алхас Квициния и пожелал своему заместителю успехов на новой должности. В свою очередь Джансух Нанба поблагодарил президента за оказанное доверие и заверил в том, что приложит максимум усилий в реализации главной задачи – развития абхазского государства. Личному составу Галского районного отдела внутренних дел представлен новый руководитель Лауренс Когони. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. 12 мая текущего года министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар в сопровождении руководителей центрального аппарата ведомства посетил РОВД Галского района. Личному составу районного отдела внутренних дел был представлен новый руководитель. Приказом министра, исполняющим обязанности начальника Галского РОВД, назначен Когони Лауренс Уралфович, полковник милиции. Его служба в органах внутренних дел исчисляется с 1982 года. Опытный руководитель, который в разные годы возглавлял РОВД по Галскому району, а также отделы внутренних дел Ачимчирского и Сухумского районов. Обращаясь к сотрудникам райотдела, министр отметил, что криминогенная обстановка в районе намного лучше, чем в предыдущие годы. Но при довольно сложной экономической ситуации заниматься поборами у населения милиция не допустит. Президент поставил четкие задачи перед Министерством внутренних дел, в том числе и Гальским МВД. Мы должны прекратить здесь в первую очередь, чтобы люди не занимались здесь поборами, вымогательством. Это касается чиновников всех рангов. На это милиция должна реагировать мгновенно, без разницы, какую должность он занимает и чем он занимается здесь. Дмитрий Дбар обозначил основные направления в работе райоргана и заверил в поддержке коллектива со стороны Министерства внутренних дел.
В район систематически будут направляться сотрудники из числа руководства Центрального аппарата ведомства для контроля ситуации и выявления коррупционных составляющих, сказал министр. Мы должны усилить работу Гальского УВД. Мы надеемся на вас, на ваш профессионализм и на вашу порядочность. Кадровые решения будут еще дальше приниматься. Новый начальник предоставит нам свое видение работы в Гальском РУВД. Желаю новому начальнику удачи, новому руководству. Мы будем помогать и материально-технически тоже Гальскому УВД. Все можете приступить к своим служебным обязанностям. Спасибо. Кабинет министров Абхазии приобрел автомобиль скорой медицинской помощи для республиканской детской больницы, укомплектованный мобильным реанимационным комплексом для транспортировки новорожденных, авиатор с аппаратом ИВЛ. Стоимость специализированного транспорта составила порядка 9 миллионов рублей. Поставка осуществлена в рамках работы межведомственной целевой программы, общий объем финансирования которой на 2020 год составляет 15 миллионов рублей. Завтра в режиме сеанса видеоконференц-связи начнет свою работу 32-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. В течение 2 дней участники конференции намерены обсудить более 30 вопросов повестки дня. 14 мая запланировано проведение заседаний профильных комитетов Южно-Российской парламентской ассоциации, в которые входят и члены делегации Народного собрания парламента Абхазии. 15 мая состоится заседание, в котором участвует спикер парламента Валерий Кварчи. В ходе конференции будут обсуждаться внесенные парламентариями предложения, в ряду которых обращения, рекомендации и законодательные инициативы субъектов, входящих в парламентскую ассоциацию. Часть предложений связана с вопросами поддержки экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания Абхазии. МИД Абхазии начинает прием документов от граждан Абхазии, выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в дипломатическую академию МИД России. Первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД, будет состоять из вступительных экзаменов, а также собеседования на выявление знаний абитуриентами следующих дисциплин: иностранный язык, русский язык, история Абхазии, история России и современные геополитические процессы. Срок подачи документов с 18 по 25 мая. Вступительные испытания пройдут с 27 по 29 мая. Задать интересующие вопросы можно по телефону +7 840 226 70 69. И к другим темам. Клубничные поля в поселке Дранда. В этом году урожай клубники выдался особенным. Во всех районах Абхазии выращивают клубнику как в открытом грунте, так и в теплице. Работа, конечно, тяжелая, но вкусная. В этом убедилась наша съемочная группа. Алика Трапш продолжит. В Абхазии в самом разгаре сбор урожая клубники. В тепличном хозяйстве в поселке Дранды выращивают 2 сорта – Рубигем и Альбион. За весенний сезон сбора здесь ожидают до 300 тонн урожая. На сегодняшний день уже экспортировали в Россию до 50 тонн клубники. Данное тепличное хозяйство принадлежит предпринимателю Баталбею Авицба. На протяжении 3 лет здесь выращивали овощи, которые реализовывали как на местном рынке, так и вывозили за границу. Но в этом году в тепличном хозяйстве занялись выращиванием исключительно клубники. На 14 гектарах земли ягоду выращивают в открытом грунте и в теплице. Сейчас предприятие в основном работает на экспорт. Несмотря на то, что из-за коронавируса многие хозяйства не могут реализовать свой товар, у ИП Авицба проблем с экспортом урожая не возникло. Ну, такие риски всегда есть, даже когда нету никакого коронавируса, всегда есть, может не уродиться, может там рынок быть перенасыщенным там импортным товаром, тот же российский. Ну, несмотря на все эти риски, посчитали, что в этом году можно будет поработать. Коронавирус, честно говоря, особо не мешает вот в экспортных делах. В принципе, только какие-то технические моменты, какие-то так, никаких препятствий нету. Всего в комплексе 28 теплиц, в которых высажено 800 тысяч кустов клубники. Эта культура достаточно требовательна к климату, почве, удобрениям, уходу и особенно к технологии сбора и хранения. Малейшие упущения грозят серьезными убытками. Здесь сбор урожая проходит 3 раза – весной, осенью и зимой до января. В нынешнем году ожидается сбор порядка 1000 тонн урожая. На объекте постоянно работают порядка 30 человек, но в пик сезона к сбору ягод привлекают жителей Дранды и близлежащих сел.
Рабочих здесь в разное время по-разному. Вот когда сбор именно урожая, вот сейчас одновременно здесь более 100 человек работает. Дальше уже ближе там, к концу вот этого сезона, да, уже человек 200 будет работать. А так в межсезонье, когда вот нету сбора, человек 20-30 все равно здесь работают. Все равно руки нужны, каждый день здесь работа идет. Тут в основном там деревня Дранда, ну поселок Дранда, ближайшие деревни, с города люди приезжают поработать. В теплицах урожай начинают собирать с 5 утра, так как ягода созревает ночью. И если ее не собрать с утра, то она испортится. Работники клубничной плантации признаются, что работа тяжелая, но и оплата достойная. С утра клубнику собираем, а потом уже идем, когда уже клубника заканчивается, уже идем, значит, вот это вот чистить вот эти траву. Ну а что делать, если работы нету никакой? Довольная, но пока работаем. Тяжело, конечно, очень, но что делать? В тепличном хозяйстве клубнику импортируют по рыночной стоимости. Оптовая цена за 1 килограмм клубники здесь колеблется от 150 до 250 рублей. Вот сегодня, вот я спрашивал, когда мы сюда зашли, оптовая цена около 150 рублей. Завтра может подняться, может опуститься. От многих факторов рыночных зависит. Тут никаких фиксированных цен нету. У нас на рынке свой склад тоже есть. Туда мы сами поставляем оптовый склад. И оттуда уже розничники забирают по магазинам, там, на тот же рынок. Здесь на въезде, вы видели, тоже торговля организована, чтобы сюда люди не заходили, здесь не мешали людям работать. Вот самую свежую клубнику туда выносят и там продают. Прямо на дороге и по оптовым ценам. По словам представителей тепличного хозяйства, в настоящее время их предприятие по выращиванию клубники является самым крупным на всем Черноморском побережье. В планах у дирекции объекта расшириться еще на 10 гектаров. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 28 марта в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике был закрыт центральный Сухумский рынок. Однако к концу апреля в рамках ослабления карантинных мер было принято решение открыть торговые точки 3 дня в неделю. Однако в последние дни Сухумский рынок работает каждый день, но при условии соблюдения всех предписанных карантинных мер. Насколько соблюдаются правила безопасности на главном торговом объекте столицы, выясняла Гугуца Вардания. В республике на данный момент не совсем благоприятная эпидемиологическая ситуация, но руководство страны вошло в положение людей, торгующих на центральном городском рынке, и разрешило работать им ежедневно. Антисептики на каждом прилавке, маски и перчатки – все это теперь неотъемлемые атрибуты продавцов, и к таким мерам они относятся с большим пониманием. Дают нам маски, дают перчатки, антисептики дают. Ну так, девочки, что больше вам сказать? Температуру мерят каждый день. Здесь 1,5 метра как бы дистанцию держим друг от друга. Стараемся как-то, ну как раньше, не обниматься, не целоваться, ничего такого. Так что серьезно относимся. Рынок нам помогает, стараемся мы тоже, их, как говорится, прислушаться к их словам. И для своего здоровья бережем здоровье. Каждое рабочее утро начинается с измерения температуры сотрудников и проверки санитарных условий. Эту работу проводят контролеры на закрепленных за ними участках. В течение дня каждый контролер, за кем закреплен его участок, естественно, находится там и наблюдает за режимом. Но, в принципе, в таком даже необходимости нету, так как люди сами осознают серьезность положения, ответственность, которая и на них лежит, и на нас лежит, да, вот, и слава богу, они соблюдают эти условия. Несмотря на то, что в последние дни рынок открыт ежедневно, продавцы сетуют на плохую торговлю, покупателей практически нет. Но и не выходить на работу они не могут, так как пытаются хоть что-то заработать. Народу очень мало, правда, на рынке, но все равно дома сидеть ничего не дает, немного трудновато, честно говоря. С торговлей, честно говоря, вот не очень, потому что люди все думают, что рынок закрыт. Приходится каждым своим клиентам звонить, предупреждать, говорить, что рынок работает. Ну, с товаром не очень, потому что летний товар, граница закрыта. И все, кто успел до карантина товар привезти, они успели. А так летнего товара очень мало. Сейчас народа нет у нас, граница закрыта, отдыхающих нету. Не обходится здесь и без убытков. Сотрудникам цветочного отдела в последнее время очень часто приходится выбрасывать товар. Вот они уже общипаны, были очень хорошие, но людей нету, что делать, куда. Вот щипаем, вот до такого состояния, вот мы их щипаем, страдаем очень, конечно.
Еще в марте в целях соблюдения карантинных мер по распоряжению правительства страны Сухумский центральный рынок был закрыт. Однако к концу апреля часть торговых объектов открылась. Понятно, социально-экономическое положение наше как в общем и в частности, прекрасно все понимаем, что люди нуждаются. И мы взяли на себя такую ответственность, да, администрации рынка, пошли в администрацию города с предложением, чтобы попробовать, как экспериментально, да, каждый день, чтобы рынок работал, но в условиях того, что мы запускать своих сотрудников будем у входа, строго выдавая маски, перчатки, меря температуру. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и появление новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, понятно одно – все еще необходимо соблюдать предписанные карантинные меры. В случае, если рынок работает в штатном режиме, то, несомненно, он должен соответствовать всем санитарным нормам. Гугут Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. РУП «Абхазсвязь» сообщает, что в четверг, 14 мая, в связи с проведением на Сухумской телерадиопередающей станции ремонтно-профилактических работ в городе Сухум и Сухумском районе с 11 до 14 часов будет прекращена трансляция всех телеканалов, в том числе цифровых. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.